это тоже достаточно конъюнктурное, конечно. Сейчас бы высоты сегодняшнего дня я бы сказал, что же такие идеологически правильные. Но тем не менее для души многие занимались по своим интересам. По своим интересам. Ну, к примеру, Дмитрий Степанович Макаров занимался вообще проблемой жизни и деятельности Максима Кировича Амосова. У него несколько книг есть. «Яркий Максим», «Максим Амосов», библиографию огромную сделал. Раисой Израильной Цугель в Москве встречался и был дружен, переписки был. Но для души он занимался народной мудростью. И в 1983 году выпустил монографию «Народная мудрость. Знания и представления». Для него вообще вот философия складывается из недр народной мудрости. И вот он попытался увязать философское представление народа Саха с его знаниями и представлениями. И в связи с этим он материальную культуру исследовал, он мог часами рассказывать о Чароне, он показывал Чарон и рассказывал, вот мироздание показано, да? Вот сверху это верхний мир, срединная вот такая выпуклая часть, срединный мир, и нижняя вот узкая часть, где там дальше идет нижний мир, сферы. И еще он восхищенно рассказывал, с гордостью рассказывал, вот так это показывая пальцем, вот видите как, да, рассказывал о том, что древние якуты знали и в своем Оланхо строение Вселенной. Это он удивлялся. Восьмиободный, восьмикрайний мир. Все это восьмиободный, алсиляс Аллах. Это означает 4 стороны света, и между ними, ну, северо-запад, допустим, да, юго-восток. Вот это всего 8 направлений. Они знали, ориентировались там это самое по светилам, и все это народной мудрости. И он метеорологические эти предсказания, как они там предвидели, какое лето ожидает, какая осень будет, какая зима будет. Они говорят, все это в народной мудрости, все содержится. Все это систематизировал, и до сих пор ценный источник народных представлений написал Дмитрий Степанович. А так официально он, ну как бы госбюджетной работой была, это жизнь и деятельность Максима Кировича Амосова. Вот, и он работал, а так вот для души делал. Хотя в последующем он, все это собравший, хотел написать диссертационные исследования на этой основе до современных представлений современных якутов. Дмитрий Емельянович уже завершал докторскую диссертацию, посвященной проблеме партийности, но в эстетике. Но он вообще партийность литературы, партийность искусства, партийность эстетического сознания, но он давал партийности категориальное значение и дошел до достаточно глубокого философского обобщения. У него был руководителем Михаил Федотович Овсянников, известный профессор МГУ. Вот. Он вообще аспирантуру проходил в Минске, Белоруссии. И он очень хорошо знал философов Белоруссии. Он переписки состоял. А потом защитил докторскую диссертацию, МГУ защитил докторскую диссертацию. Егор Михайлович Махаров, тогда еще моложавый такой, это самое, очень хорошо начал работать. Но когда я приехал, он уже
ушел в областной комитет партии в лекторскую группу. И он только часы свои завершал. И он несколько лет, ну где-то 5 лет работал, до, ну как говорится, до разгона коммунистической партии, областного комитета партии КПСС, он работал и пошел в докторантуру к этому времени, и в 1992 году защитил докторскую диссертацию. Практически при Академии общественных наук он говорил, вот чуть-чуть успел защититься, все силы бросил, хорошую монографию, правда, депонировал, но в сокращенном варианте «Проблема человека в истории и философии» написал. Вообще это такая общая философская, общечеловеческая проблема, и он издалека начал, древних греков. Ну, фундаментальная работа была. Да вот в кружке «Мыслитель» это был островок свободного самовыражения. Потом мы ее назвали Олонхо. Оказывается, в свое время Дмитрий Степанович Макаров, вот, он, кстати, написал библиографию Олонхо. Это до сих пор непревзойденное издание с подачи библиотеки имени Пушкина и научной библиотеки университета. Он собрал вот эту библиографию Олонхо. Он был достаточно крупным специалистом по народной мудрости, в том числе и Олонхо. И Михаил Андреевич Чаросове, это папа Михаила Михайловича Чаросова, он кандидат филологических наук был, известный краевед, знаток литературы, знаток старины. И они проводили в школе, в университете, правда, на ЯО, отделении историко-филологического факультета, для сахоязычных студентов, кружок Олонхо. Выпускник из этого кружка Василий Васильевич Илларионов, ныне доктор филологических наук, известный олонховед, как говорится, да? Он специалист по исполнителям Олонхо, по рассказителям. Блестящую диссертацию написал, он в Улан-Удэ защищался, и сейчас, в общем, крупный специалист, и издают в этой лаборатории издают многотомные эпосы, и за это в прошлом году удостоен был государственной премии наравне с авторами толкового словаря якутского языка. Вот из этого кружка вышли Олонхо. И мы вспомнили это и назвали этот кружок Олонхо. И Авсентий Егорович на первом заседании был, благословенное слово сказал, и Василий Васильевич потом подключился, я, потом молодые ученые, ныне кандидат культурологии Протопопов, Семен Семенович участвовал тогда молоденьким таким, молодым преподавателем, ассистентом. Ну и много занятий провели, а потом, когда приехал на работу Сапронеев, Леонид Григорьевич, так, он выпускник Уральского университета, в Свердловске заканчивал философский факультет, очень эрудированный, это другая школа, вот, и он сразу же тоже подключился, он чуть позже, нежели Мамедов и Мамедовы, Мельничук и Охлопко пришел. Но очень пришелся ко двору, очень такой подготовленный, очень такой знаток, причем сократовского плана философ. Ну, мы знаем, что две линии интерпретации и специфики философии есть. Одни говорят, что философия – это поток сознания, вот, это живое общение, это диалог, это беседа вот, заинтересованных людей, это сократовская линия, это поддержано потом Миравом Константиновичем Мамардашвили, который тоже мало писал, вот, много говорил. Его ученики собрали магнитные ленты и выпустили несколько томов
его сочинений посмертные. Ну и ряд таких диалогистов, философов-диалогистов достаточно много было. Ну и у философствующих филологов Михаил Михайлович Бахтин, вот он славится своей вот школой, и Юрий Лотман в Тартусском университете проповедует такую же линию. Но есть линия другая, которая считает, что философия наука наук. Философия имеет строгую категориальную структуру, и необходимо овладеть категориальной структурой философии. Это другая линия. Так вот, Леонид Григорьевич придерживается того, что не надо их забивать какими-то такими категориальными вещами. Просто надо научить их выражать свои мысли и понимать другого человека, и быть понятым другому человеку. А это достигается только в собеседовании. И это такое внеаудиторное мероприятие кафедры философии начали называть философскими средами. Эти среды функционируют по сей день. Леонид Григорьевич руководитель, и по крайней мере месяц раз объявляют, и приходят, и студенты разных факультетов общаются на разные философские темы. Принцип простой. Не могу молчать. Это задевает или задело. Это события вот этих времен. Что-то такое в обществе творится, какие-то события, может быть политические, может быть духовного порядка, может быть такого событийное, где-то оно задело общественное мнение, и в социальных сетях обсуждают. И Леонид Григорьевич считает своим долгом поднять этот вопрос на обсуждение студентов. И большим успехом. Записывают на пленку и иногда показывают по различным каналам нашего телевидения. Сейчас у нас каналов достаточно много, и говорят, что неизменным успехом пользуются.